Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин работает в студии. Напомню, что на большей части Крымского полуострова нас можно слышать на средних волнах на частоте 648 АМ. На севере Крыма наш сигнал доступен в FM-диапазоне. Ищите нас на отметке 105,9 FM. Сигнал нашей трансляции в хорошем качестве, без регистрации и СМС, доступен на сайте Крым Реалии. Заходите на наш сайт. Там есть красная кнопка, по которой вы получите доступ к нашему сигналу прямого эфира. В YouTube мы тоже вещаем. Заходите на страницу Крым Реалии, обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик и будете получать новые уведомления о наших новых эфирах. Там же на канале YouTube Крым Реалии можно найти записи всех наших радиопрограмм, если вы вдруг что-то пропустили. Там же можно и комментировать происходящее в нашем эфире. Но я напомню, что гарантированный способ принять участие в нашей программе и вас гарантированно услышат в Крыму, если вы к нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер с территории Крымского полуострова бесплатная, анонимность. В случае необходимости мы вам гарантируем. Просто предупредите нас о том, что вы не хотите называть свое имя. Для жителей материковой части Украины тоже работает номер телефона, по которому к нам можно дозвониться: 044 490 2905. Итак, о чем поговорим мы в ближайшее время. 2 марта в Киеве состоялась презентация концепции нового вещателя для временно оккупированных территорий, телеканала «Дом». Новый телеканал создан на базе канала иновещания UA-TV. О его судьбе мы уже говорили в одном из наших предыдущих эфиров. Сегодня мы также частично затронем и эту историю, но поговорим о том, как будет работать уже новый канал. Изначально запустить вещание планировали в середине февраля, затем анонсировали запуск телеканала на 1 марта, и вот 2 марта состоялась презентация концепции телеканала, который сейчас вещает в тестовом режиме. И давайте начнем с того, что сказала исполняющая обязанности генерального директора телеканала UA-TV Юлия Островская. Она говорит, что цель создания телеканала «Дом» — это деоккупация сознания наших граждан на оккупированных территориях. Имеется в виду граждане Украины. Давайте послушаем. Головна мета нашого каналу – це повернення політичного, культурного і суспільного життя України в порядок денний громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях наших, і пробуджувати відчуття єдності і, вибачте за пафос, деокупація свідомості наших громадян. Це головні наша мета. Інструменти, які будуть використовуватися для досягнення цієї мети, вони виходять з запитів цільової аудиторії. А саме відомо з тих же соціологічних опитувань, що люди дуже втомилися від політизованого контенту і бажають бачити щось на своїх блакитних екранах, щось комфортне, більш комфортне та якийсь мотиваційний контент, який буде давати змогу розслабитися та отримати запевнення, запевнення в кращому майбутньому. Напомню, что это были слова Юлии Островской, исполняющей обязанности генерального директора телеканала UA-TV. В комментариях также спрашивают о ситуации с АТР. Я хочу сказать, что мы продолжаем следить за этой ситуацией, и мы также обращались перед этим эфиром и в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины. К сожалению, они не принимают участие в этом эфире, но мы открыты для их комментариев, и в частности мы ожидаем интервью, которое пообещал нам дать министр культуры Владимир Бородянский. И продолжаем. Я напомню, что говорим мы сегодня о создании нового телеканала, телеканал «Дом», который будет вещать на временно оккупированные территории Украины. И с нами на связи Галина Петренко, член независимого медийного совета Украины. Галина, доброе утро. Здравствуйте. Итак, насколько вот из того, что было вчера сказано на презентации, вообще понятна концепция нового вещателя? Какие ключевые моменты вы бы отметили? Я бы сказала, что то, что было главным для меня, то, что я услышала, это то, что вещатель будет строиться, его популярность на том, что 4 крупнейшие коммерческие медиагруппы дадут ему почти бесплатно свой контент. Вот. И в нем будет 23 часа этого развлекательного контента, 1 час новостей. И, собственно, концепция в том, что люди будут смотреть развлекательный контент, интересоваться этим, и в середине будут смотреть проукраинские новости.
То, что было важно для меня, то, что я услышала, что через 2 года этот вещатель откажется от этого предоставляемого ему коммерческими группами развлекательного контента и сможет уже полностью себя обеспечивать 24 часами собственного производства. То есть речь идет о том, что к 2022 году этот канал сможет создавать 23 часа развлекательного контента и 1 час информационного, правильно? Да. Угу. А стоило ли, по вашему мнению, на данном этапе, мы знаем, что произошло с платформой иновещания, да, с вещанием канала UA TV, на платформе которого теперь создается вот этот новый вещатель, Дом. По вашему мнению, достаточно ли было прокоммуницировано со стороны Министерства молодежи, с Министерства культуры, молодежи и спорта, вот этот момент, зачем было отказываться от иновещания, если мы сейчас в итоге получаем вот канал, который будет фактически ретранслировать чужой контент какое-то время? Вот мне не очень понятно с иновещанием. Я единственное, что понимаю, что от него никто не отказался. Более того, вот концепция канала «Дом», она заключается в том, что как только он сможет перейти полностью на свое производство контента, у него пропадут проблемы с авторскими правами, которые есть сейчас и которые мешают ему транслироваться куда-то за пределы оккупированных территорий. Собственно, вот через эти 2 года он планирует выйти и на «Спутник», и в кабельные сети по всему миру. И в этот момент он уже стал мне по концепции похож на иновещание, но через 2 года тут оказалось, что нет. Его существование не отменяет, и отдельно еще и канал иновещания, который тоже есть какие-то планы на него. Только, я так понимаю, больше на базе Укринформа. Угу. Давайте вот с этим еще ничего не понятно. Да, пока мы не отошли от темы наполнения эфира этого телеканала для временно оккупированных территорий, давайте послушаем фрагмент презентации, которая состоялась вчера в Киеве. Вот заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, какой контент планирует транслировать на телеканале «Дом». Ми вирішили, основуючись на деяких і соціологічних опитуваннях, і перемовинах з нашими міжнародними партнерами, що для того, щоб достучатися до аудиторії, вже просто новинним контентом це зробити неможливо. Саме тому ми провели перемовини з усіма великими гравцями телевізійного ринку в Україні і домовились про те, що вони усі разом з нами будуть працювати на те, щоб ми доносили сигнали до тимчасово окупованих територій. Як саме? Ми з ними домовились про те, що на цьому каналі буде йти найпреміальніший контент, який є в Україні. Це і серіали, і ток-шоу, і розважальні шоу, і так далі. І, наприклад, і футбольні матчі, різні спортивні трансляції і так далі. З усіма каналами про це домовлено. Канал буде виходити з розважальним контентом. Вже найближчі дні канал почне виробництво своїх новин. Далі ми будемо, як тільки будемо готові, будемо дозапускати різні формати. Це, наприклад, і ранкове шоу, і ток-шоу, які будуть з'являтися на цьому телеканалі. Продолжаем мы говорить о создании телеканала «Дом». Напомню, что это радио «Крым Реалии». К нам можно дозвониться в прямой эфир 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, можете дозвониться к нам по этому номеру, выразить, в частности, свою точку зрения относительно того, нужен ли отдельный телеканал для вещания на временно оккупированной территории и какой контент вы бы хотели видеть в эфире этого телеканала. Я напомню, что с нами на связи Галина Петренко, член независимого медийного совета Украины. Галина, к вам такой вопрос. Ну, еще до того, как началась трансляция, да, сейчас в тестовом режиме, как нам сообщили, ведется трансляция этого телеканала, уже скандально, да, есть обрамление всей этой истории. В частности, заявляли о том, что с телеканала 112 специалисты консультируют при создании нового телеканала «Дом». Вот можно ли несколько слов об этом и заложены ли, по вашему мнению, из того, что уже удалось узнать об этом новом вещании, заложены ли какие-то инструменты общественного контроля над информационной политикой телеканала «Дом»? Но, к сожалению, единственное публичное лицо этого телеканала, которое нам до сих пор показали, это исполняющая обязанности директора Юлия Островская. Вот там продолжается конкурс даже на директора.
Не говоря уже о том, чтобы познакомить нас, например, с руководителем информационного вещания или еще с кем-нибудь, или с ведущими. Вот этого ничего не происходило на презентации, по-моему, одного ведущего нам назвали. Ну, в общем, можем сделать скидку на то, что этот телеканал пока что еще запускается с колес. Вот. По поводу общественного контроля, действительно, это вызывает определенные вопросы, потому что в связи с тем, что возникают проблемы с авторскими правами на вот этот контент, который ему передают коммерческие телегруппы, его нельзя посмотреть на неоккупированной территории. Окей, допустим, мы это тоже принимаем, но по крайней мере, программу передач можно было бы обнародовать, да. Вот до сих пор ее никто не знает, где этот линк, где ее можно посмотреть, чтобы понять, что именно там показывают, в какой последовательности, как часто повторяют какие-то развлекательные программы. И то же самое, пока что новостей еще никто не видел, потому что они не выходили, но я надеюсь, что их все-таки можно будет посмотреть жителям неоккупированной территории в интернете, и тем же экспертам для того, чтобы составить возможность общественного контроля. Ну вот в целом, по вашим ощущениям, много вопросов остается без ответа, но тем не менее вчера была презентована концепция этого телеканала. Вот насколько готовой она, по вашему мнению, сейчас является? На самом деле, то, что вчера называлось концепцией, мы увидели только его логотип и название. Мы не увидели, например, даже там графическое оформление, или вот, как я уже сказала, мы не увидели полный список ведущих или ключевых менеджерских лиц, которые за него отвечают. Вот, нам объяснили, что это все в процессе подготовки. Ну, хорошо, оно в процессе, мы, наверное, это скоро увидим. Поэтому пока что вот очень сложно давать оценку его контенту. Самый главный вопрос, который с ним возникает, на самом деле меня вообще не беспокоит история с чужим развлекательным контентом. Я абсолютно согласна с тем, что вы процитировали фразу Кирилла Тимошенко, что люди устали от политики, и чтобы их заинтересовать, это должно быть что-то развлекательное. Меня единственное, что здесь беспокоит, это именно его информационное вещание, именно его собственное производство, потому что в его концепции вот такого оптимистичного канала, который рассказывает правду об Украине, который рассказывает что-то позитивное об Украине, заложен и потенциальный конфликт, который может быть вокруг этого контента, потому что что-то позитивное об Украине, это, безусловно, будет что-то позитивное о власти в Украине. Вот. И самое главное, чтобы этот телеканал не превращался в пиар власти, в пиар «Слуги народа». Мы специально спрашивали у всех, кто был на презентации, будет ли обеспечен баланс доступа разных политических сил к его информационным программам. Вот это вот самое главное. Благодарю вас за комментарий. Я напомню, что с нами на связи была Галина Петренко, член независимого медийного совета Украины. Продолжаем мы разговор, и к нашему разговору подключается Сергей Костинский, член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Сергей, доброе утро. Сергей, добрый ранок. Да, и давайте мы начнем наш разговор после того, как послушаем Анатолия Максимчука, первого заместителя министра культуры, молодежи и спорта Украины. Он говорил о том, как будет технически реализована трансляция сигнала нового вещателя на временно оккупированные территории. Що стосується мультиплексів, окремого будівництва якихось мультиплексів не планується. Тобто історії, яка були побудовані, прораховані в рамках роботи міжвідомчої робочої групи, яка працювала ще при Міністерстві інформаційної політики спільно з Нацрадою, ДЦР, концерном РРТ, розроблена певна мережа передавачів, які мають покривати, власне, і добивати на тимчасово окуповані території. Зараз ця мережа частково побудована, частково зараз реалізують,
завершуючи там процедури, передавачі в тому числі надавалися завдяки підтримки міжнародних донорів, зокрема проекту USAID. Відповідно, в залежності від точки, в якій буде стояти передавач і використання модуляції, можна буде говорити в якомусь місці, там де модуляція дозволяє і є місце для інших каналів, будуть мовитися інші канали. Там, де модуляція, наприклад, QPSK, вона не дозволяє мовити іншим каналам, оскільки це дуже серйозний, потужний сигнал. Тому це індивідуальні підходи по кожній точці, де стоїть передавач. Напомню, что это были слова Анатолия Максимчука, первого заместителя министра культуры, молодежи и спорта Украины, которые были сказаны вчера на презентации концепции нового телеканала для вещания на временно оккупированной территории. Называется этот телеканал «Дом». И напомню, что с нами на связи Сергей Костинский, член Надсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Сергей, к вам такой вопрос. Вчера было экстренное заседание Надсовета по вопросам телевидения и радиовещания, на котором принимались решения, в частности, в отношении этого нового вещателя для оккупированных территорий, телеканала «Дом». Несколько слов о вашей позиции и о ходе технической реализации, да, создания этого телеканала, когда он теоретически может начать действительно свое фактическое вещание. Я напомню, что сначала анонсировалось начало вещания на середину февраля, затем на 1 марта, и мы видим, что пока говорят о том, что вещание только техническое. Ну, найголовніше, що можу сказати, я вчора дійсно на цьому позачерговому засіданні на День Національної ради утримався від голосування за створення цього телеканалу, тому що у мене дуже було багато питань, на які я не зміг отримати відповіді. Зазвичай всі документи на переоформлення ліцензії, на отримання ліцензії, вони надходять до Національної ради, ну, десь хоча б за декілька тижнів. А виявилося, що ці документи ми отримали тільки в п'ятницю і, наскільки я розумію, в п'ятницю ввечері. І серед членів Національної ради виникла така ініціатива: давайте проведемо екстрене засідання вже в понеділок. Я не розумів, чим пов'язана такий поспіх. Для мене очевидним був висновок, що Міністерство культури, молоді і спорту проспало 1 березня, коли вони обіцяли запустити цей телеканал. Наскільки я зрозумів з самої прес-конференції, дійсно концепція теж дуже сира і просто мало місця формальне виконання обіцянки. Як такий телеканал, якщо говорити, що щось мовить, так це мовить телеканал UATV, який ми створювали ще після в 2015 році. Що мене також засмутило, це те, що новий телеканал для тимчасово окупованих територій створюється на базі UATV. Знищується державний телеканал для іномовлення, який був представлений в країнах Азії, в Європі і в країнах Америки, але сьогодні виявляється, що такий телеканал фактично знищується, і я, звичайно, що проти цього. Я підтримую ідею створення телеканалу для тимчасово окупованих територій і радіостанцій, в тому числі для тимчасово окупованих територій, але не шляхом знищення державного іномовлення. Я вважаю, що це дуже легко прийти, взяти результат роботи іншої команди і просто її перепрофілювати на щось інше. Я вважаю, що потрібно, якщо є бачення, що треба створювати нове телебачення, треба створювати нове телебачення. Що стосується поширення сигналу, то дійсно ми побудували телекомунікаційну інфраструктуру, починаючи з 2015 року. Вже останні передавачі мають вже бути змонтовані. Це мається на увазі 11 нових передавачів, які надало нам американське агентство USAID. І вся необхідна інфраструктура для того, щоб почати мовити в Донецькій і Луганській областях, вже фактично наявна. Все, що нам залишається саме Національній раді, це перепланувати цей державний мультиплекс, перевести одні телеканали на одні передавачі і запустити на інших передавачах спеціальне мовлення зі спеціальною модуляцією цього телеканалу, щоб його сигнал міг ефективно покривати частину тимчасово окупованих територій. Вопрос... Що стосується мовлення на Крим, то
там передбачається, що державний оператор телекомунікацій, який опікується цим проектом, він має докупити ще мінімум два нових передавачі, і з цих передавачей має здійснюватися мовлення в напрямку Сімферополя, з Чонгара и из Чаплынки. Наши слушатели спрашивают, будет ли вот этот сигнал телевизионного вещания, да, который стараются делать доступным для жителей неподконтрольных территорий Украины, касается ли это только телеканала «Дом» или это будет касаться других украинских телевизионных вещателей? Така спеціальна модуляція для того, щоб долати глушіння і для того, щоб охоплювати більшу частину території, вона передбачається саме для цього телеканалу «Дом». Є певні технічна специфіка здійснення мовлення на окупованій території. Але, знову ж таки, маю зауважити, що це є ефірне цифрове наземне мовлення, тобто це не є мовлення з супутника. На жаль, за моїми прогнозами, повністю охопити всі тимчасово окуповані території не вдасться. Це може робити тільки супутникове телебачення, тільки супутникове мовлення, але велика частина території вздовж лінії розмежування, Луганськ, Донецьк, північна частина Криму, вони мають отримати цей сигнал. Благодарю вас, Сергей. Напомню, что с нами на связи был Сергей Костинский, член Надсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Говорим мы о создании нового телеканала украинского, который называется «Дом», и который создается для вещания на временно неподконтрольные территории Украины. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Это номер телефона, по которому к нам можно дозвониться из Крыма, выразить свою точку зрения относительно создания нового телеканала, какой контент вы бы хотели видеть в эфире этого телеканала. Возможно, по каким-то программам скучаете, да, и нет у вас к ним сейчас доступа, можете дозвониться к нам в эфир и сказать об этом. Если необходима анонимность, мы вам ее гарантируем, просто предупредите нас об этом. 8 800 10 06 926. К нашему эфиру присоединяется Юрий Луканов, украинский медиаэксперт. Юрий, добрый день. Добрый день. И додавайте, будь ласка, что я журналист. Да, конечно, коллега наш Юрий Луканов. Итак, Юрий, к вам такой вопрос. Вот учитывая то, что уже известно о создании нового вещателя на неподконтрольной территории Украины, можно ли говорить о том, как меняется информационная политика украинского государства в отношении временно оккупированных территорий? Я думаю, що не можна говорити, тому що треба згадати, яким чином цей новий канал створюється. У нас кілька років існувало UATV, тобто мовлення на іноземні країни, на інші країни. Зокрема, там був кримсько-татарська редакція, яка кримсько-татарською мовою говорила. Очевидно, це було розраховано на кримських татар в Криму. І вона також досягала, там була також російська редакція, яка теж була спрямована на інші країни, в тому числі на окуповані території. І зруйнувати, його просто ліквідували, це іномовлення. Воно, маючи незначні ресурси, все ж таки просувалося кудись за кордон, воно впливало так чи інакше на якісь країни, і замість того, щоб розвивати цей ресурс, вони його ліквідували і створили, оцей телеканал «Дом», який буде мовити винятково на окупованій території. Звичайно, треба працювати з окупованими територіями, але з ними і працюють, зокрема і Крим Реалії працюють, і раніше UATV теж просував російською мовою туди контент, і українською він також працював, і так далі, і так далі. Тобто ліквідація каналу, який почав більш-менш успішно розвиватися, і створення на його основі, тобто до основання все розрушимо, а затім, це погана ідея. Тому я, чесно сказати, не думаю, що проекти, які будуються на зруйнуванні і побудові нового, вони є успішні проєкти. Не думаю, я скептично до цього ставлюся.
Ну, вот вы сказали, да, о том, что у определенных медиа в Украине, да, наверное, у каждой украинской редакции, которая освещает темы Крыма, есть своя методика работы, наверное, да, которая наработана вот таким практическим опытом, да, как работать с временно неподконтрольными территориями, как освещать события, как получать информацию и так далее. По вашему мнению, есть ли сейчас в журналистской профессиональной среде в Украине какой-то консенсус относительно концепции вещания на временно оккупированных территориях? Да, мы знаем, что спорными может быть множество вопросов, да, начиная от того, необходимо ли такое количество развлекательного контента, да, и вот явная диспропорция развлекательного с информационным, и заканчивая, наверное, словарем, да, тех терминов, которые мы используем, когда говорим о том, что происходит на временно неподконтрольных территориях Украины. Есть ли какой-то консенсус, есть ли видение того, как надо делать? Я думаю, що в Україні, по-перше, у нас в Україні є, якщо ви кажете, журналістське середовище, треба враховувати, що у нас є телеканали, які фінансуються Москвою, фактично. Ну, тобто це нібито не доведено, але це очевидно, вони просувають російський наратив, російську пропагандистську. Тому їх ми зразу відмітаємо, значить їхня точка зору не повинна бути врахована. А все решта, ну, це питання просто не обговорювалося. Мені думається, що тут варто, наскільки я знаю, там немає людей, запрошених із тих же фахівців, скажімо, з вашої редакції, які вже роками працюють і мають якийсь досвід, знання і знають, як це робити краще, чіткіше і таке інше. Там немає людей із інших редакцій, які працювали на окупованій території, тому і домінує там або велике значення має розважальний контент. Ну, розважалівка – це важлива штука. Я думаю, що якраз це непогано, коли в інформаційному мовленні присутній розважальний елемент. Бо ми знаємо прекрасно, що ті канали, які поєднують інформаційне мовлення з розважальним контентом, вони домінують все ж таки. Але питання ж не лише в тому, щоб розважити. Питання в тому, що іще ви запропонуєте, що називається інтелектуальний продукт. Тобто, які ідеї будуть вкладатися і таке інше. Якщо це ідеї, значить, такого, так як серіал «Свати», вибачте, то це підтримка, я думаю, що це підтримка сепаратизму якраз. Бо це якраз той серіал, який спрямоване на людей, які ностальгують за Радянським Союзом, за його звичаями, хамством і таке інше, і таке інше. Значить, тобто розважальний контент може бути, але питання в тому, які ідеи вкладаються. Вот скандальными стали известия о том, что в формировании редакционной политики нового канала принимают участие специалисты с телеканала 112. Есть ли в этом проблема и какая? Я думаю, що є з цього проблема, тому що телеканал 112 зараз просуває ідеї, ну, концептуально ідеї Москви. Я, до речі, брав участь в якихось ток-шоу, значить, і постійно ловив їх на брехні, тому мене перестали туди запрошувати. Просто постійно, оце неправда, просто по фактах. Тупо, значить, називав, що отут ви спотворюєте факти. Тому, очевидно, їм такі експерти, як я, не потрібні, які ловлять їх на брехні, значить, і зрозуміло, що людина з цього телеканалу, ну, що вона там може напрасувати? Якщо вона просувала ідеї руського міра, значить, в Україні, ну, більш м'яко, не так тупо, як російські, але тим не менше. Ну, там, напевно, вона теж буде просувати ідеї, типу, трьох братніх народів і таке інше, і таке інше. Тобто це, знову ж таки, погана ідея, це підтримка сепаратизму. Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Юрий Луканов, украинский медиаэксперт, журналист. Мы продолжаем эфир, и далее хотелось бы поговорить о таком очень важном аспекте всей этой истории. Мы говорим о том, что новый канал для вещания на временно оккупированной территории создается на базе платформы навещания UA-TV, и одним из подразделений UA-TV и навещания Украины была как раз-таки крымско-татарская редакция, которая создавала контент на крымско-татарском языке о крымских татарах, который затем распространялся далеко за пределы Украины, не говоря, в частности, да, о временно оккупированных территориях. И с нами на связи Халисе Зенедин, журналист и ведущая, автор программы «Мусафир Вакты». Халисе, доброе утро.
Доброе утро, коллеги. Итак, какая ситуация на данный момент? Продолжает ли работать крымско-татарская редакция? Будет ли работать в дальнейшем? Крымско-татарская редакция прекратила свое вещание 11 января. 11 января вечером мы попрощались со зрителями в эфире. 12 января канал уже перестал вещать, и канал выходил в повторе. Со всем тем материалом, который был подготовлен за 4 года. Это были адаптационные программы, проекты о туризме, культуре, истории. Но информационное пространство не было заполнено вообще, так как реструктуризация канала подразумевала под собой создание нового контента. Какое будущее ожидает вашу редакцию? Вписывается ли создание телепродукта на крымско-татарском языке, например, в концепцию нового телеканала «Дом»? Или, может быть, в какую-то другую концепцию вписывается? Расскажите об этом. Крымско-татарская редакция существовать не будет, об этом сказали открыто, но желающие, которые хотят остаться работать в команде телеканала «Дом», они могут остаться работать корреспондентами. На самом-то деле, когда-то создание крымско-татарской редакции UATV стало большим шагом государства в поддержке крымско-татарского народа, в поддержке крымско-татарского языка, но, к сожалению, гибридным образом сегодня все это же становится исчезновением в Крыму. На сегодняшний день, как нам известно, тема Крыма в национальном, политическом и, соответственно, в медийном порядке, она беспрецедентно низка, на низком уровне, и еще меньше дискурс по поводу крымских татар и защиты крымских татар. На сегодняшний день никто из участников крымско-татарской редакции принимать в создании телеканала «Дом» не будет, так как условия оговаривались, и работать на телеканале «Дом» никто не проявил желания. По каким-то внутренним мотивам? С чем это связано? Почему не хотят люди работать? Каждый из нас приходил работать на канал UATV с собственной идеей. Всем известен факт, что UATV — это иновещание Украины, и основное вещание было произведено для диаспор, которые живут в Америке, в Канаде, в Турции. Основной месседж был подача информации им. На сегодняшний день о теме Крыма не говорится совсем. Когда подразумевалось под собой о том, что первые новости были о том, что на месте UATV будет канал для временно оккупированных территорий, подразумевалось под собой, что это будет Крым. Когда мы начали вести беседы, нам сказали нет. На самом деле, в настоящее время на Крым вещания не будет. Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Халисе Зинедин, журналист и ведущая, автор программы «Мусафир Вакты». Мы и далее будем следить за тем, что происходит, да, в процессе реформирования и навещания, в процессе создания на базе и навещания Украины канала для вещания на временно оккупированной территории, который называется «Дом». Всю информацию, которая есть на данный момент, мы вам предоставили, в том числе и экспертные комментарии. На эту тему продолжаем следить за развитием событий. И эфир наш продолжаем через несколько секунд. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. С вами радио Крым Реалии. Я вернулась в студию. Катя Некреча, Сергей Макрушин. И мы продолжаем разговор. Поговорили мы про телеканал «Дом». И вы можете отреагировать как-то. У вас еще буквально есть минут 6 для того, чтобы принять участие в этом утреннем эфире. 8 800 10 06 926. Хочу покаяться, не успели мы принять один звонок, потому что достаточно много было экспертов в эфире. И если вдруг вы не дозвонились, это были именно вы, позвоните нам еще раз, мы обязательно вас выслушаем.
Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. И имейте же терпение ожидать в эфире. Иногда стоит подождать немножко, да. Это правда. Далее мы поговорим про Яндекс, да, это компания популярная в России, в странах бывшего СНГ. Кроме того, это еще и новостной агрегатор, система собирает новости из разных источников в тематические блоки, человеку не нужно заходить на каждый сайт отдельно, чтобы узнать о самых важных событиях. Яндексом Сергей Мокрушин, что, мне кажется, не пользуется, наверное. Нет, не пользуюсь, но помню, да, что Яндекс — это российская транснациональная компания, которая зарегистрирована в Нидерландах и владеет одноименной системой поиска в сети, интернет-порталами и службами в нескольких странах. Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Турции, Беларуси и Казахстана. Поисковая система Яндекса входит в топ поисковых систем мира по количеству обрабатываемых запросов. Топ-5 Яндекса – это картина дня. И вот, как выясняли журналисты «Голоса Америки», Кремль уже несколько лет вмешивается и корректирует эту самую картину для пользователей сервиса. Топ часто зависит от того, какие источники использовал Яндекс. Недавно Кремль добился создания подконтрольному государству фонда общественных интересов, который будет принимать решения по продаже ключевых пакетов Яндекс. Этому предшествовали 10 лет регулярных атак на Яндекс, о которых общественность мало что знала. Такой вывод сделали исследователи издания «Проект». Ольга Чуракова, журналист издания «Проект», рассказывает, что 10 лет назад Яндекс был самой независимой IT-компанией в России, но позже на него обратило внимание государство. 10 лет государство, так сказать, докапывалось до самой нашей независимой IT-компании, и вот в конце концов, можно так сказать, докопалось. От агрегатора, мне кажется, уже давным-давно ничего не осталось. В 2017 году был принят, собственно, специальный закон под Яндекс, который вычистил оттуда вообще все хоть какие-то неподконтрольные власти СМИ, но осталось там буквально их считанное количество, вроде «Дождя» или вот тех, у которых есть лицензия Роскомнадзора, а все остальные давно, да, как бы не могут туда сами попасть. Широкой аудитории эта информация не особо известна, и большинство думает, что Яндекс по-прежнему собирает новости из разных ресурсов. Но не все могли заметить, что российский закон под Яндекс количество таких источников сократил в разы, оставив лишь те, которые в большинстве своем выгодны Кремлю. Ольга Чуракова рассказывает, что принятие закона сопровождалось информационным шумом, но об этом вскоре забыли. Очень легко это все вымывается из нашей памяти, хотя вот я помню, да, что в 2017 году, когда принимали этот закон, был большой шум, большой резонанс, уходили, увольнялись люди из этой компании. Но если каждый год как-то понемножечку отнимать вот эту вот свободу, то, наверное, уже в конце концов становится уже не так важно, что они там 7 тысяч или 1000 источников. Действительно, сейчас как бы объективной картины, если мы зайдем на Яндекс.Новости, они не дают. То есть, например, если были летом митинги, и мы заходили и проверяли, что как бы пишется об этих митингах, их не было там. И это все только благодаря тому, что был принят, собственно, тот самый закон, который оставил эту картину стерильной наших новостей. Сейчас, если мне нужно что-то найти, я скорее пойду и в Google News поищу, чем я пойду в Яндекс. Раньше Яндекс опирался не только на объективные мнения, но и собирал субъективные мнения профильных экспертов и интернет-блогеров. Сейчас, по данным журналистского издания «Проект», компания этого не делает. Они не могут брать блоги, они не могут брать те СМИ, у которых нет лицензии Роскомнадзора, например, это, да, из самых крупных таких, это «Медуза», да, она не зарегистрирована в России, она зарегистрирована в Латвии, соответственно, они не могут брать ее новости, то есть, когда у них выходит что-то, это автоматически не попадает в картину новостей, вот в этот вот главный топ, на эту главную страничку. То же самое там в случае с Алексеем Навальным. Он тоже не может никогда уже теперь оказаться на этой главной страничке по той же причине, потому что он не СМИ. То же самое с нами и так далее, вот как по списку. Российские власти обратили внимание на Яндекс в сложные для государства моменты, когда Россия поддерживала или начинала какую-либо войну и не знала, как объяснить это гражданам, нужно было не допустить всестороннего понимания проблемы, а дать монокартину, взгляд только со стороны Кремля, рассказывает Ольга Чуракова. Когда мы собирали эту информацию, мы поняли, что самые пики, самое обострение приходится на моменты войн наших каких-то или каких-то вот конфликтов. То есть первый раз это случилось во время конфликта с Грузией в 2008 году, потому что в эти как раз этапы обостряется медиа, а так как он тогда агрегировал все русскоязычные источники,
то есть собирал все, и блоги, и грузинские СМИ, которые тоже писали на русском, то получалось, что в картине, в топе новостей часто висят какие-то антироссийские новости. Естественно, чиновники, заходя на сайт на главную, видели, что там Россия плохая, Грузия хорошая, и их это цепляло. То же самое потом случилось с Крымом, когда была история с Крымом, да, то же самое агрегировались, это был 2014 год, агрегировались опять же украинские новости, и опять же у нас в топе получалась смесь, то есть не было Первого канала, которые так хотят видеть наши власти там. Всех понемножку, конечно, всех понемножку, а когда уже в те года, в 14-16 годы, аудитория Яндекса превысила аудиторию телевизора, и стало понятно, что он обгоняет, и как бы, все, получилось, что нужно срочно регулировать его. А вообще получается так, что вроде бы много разных новостных каких-то порталов, поисковиков и прочего-прочего, но надо обращать внимание на то, кем это все-таки контролируется. Кем фильтруется информация, которая в итоге как она поступает подбирается. Это действительно очень важно. Много еще есть у нас чего рассказать вам об этой истории с Яндексом, но не успеваем, к сожалению, не хватает времени. Поэтому можете самостоятельно ознакомиться с этой информацией на сайте «Проект», материалы которого мы цитировали. Это была программа «Доброе утро, Крым». Провели ее для вас Екатерина Некреча и Сергей Макрушин. Обязательно дождитесь дневного и вечернего выпусков шоу «Крым Реалии». Оставайтесь с нами, оставайтесь с сайтом «Крым Реалии». Всем пока.